다들인데嗯，说这个那么大，现在的你媳妇得吃药的啦，你他们得吃药的，现在得配备的，Сегодня последний是день, 那么说的，когда 那么那个я 啊，буду 俺当然他们 рассказывать 得吃 о 的，жизни Атиши. 最不得最么那么，То 俺 есть 的姐 сегодня 姐，последний день 俺 учения 的姐 о 姐，жизни Джо Атиши. 他们姐了呀，И 他 я 们姐 хочу 了，прежде всего всех вас тепло поприветствовать. Я приветствую всех Ринпоче, Кемпо, всех монахов и他他 монахинь, 上，всех 你 присутствующих в 的 Бадгае и 这 всех, кто слушает 可 эти 上是不是 учения 挣钱的？俺的全 по 世界不都 интернету. 给做了 Всех 啊？вас 哎。тепло приветствую. И сейчас 这配备 давайте 钱的呀，продолжим. 他那么清楚也给说起来 Когда 呀，俺的俺的 это 去做给 Атиши, 别人弄送了上百个，俺的说的 Атиши 上个钱，прибыл, 俺的做个银吧，прибыл в Тибет, 他肯 ситуация 定俺的看那个 с 上个钱吧，给 Дармой 很 в 多银吧，Тибете 他肯定 была 呃 весьма сложная, как я уже 说是 описывал 给颜面那么给，没 вчера. 得算了没得啊，俺的电把拉的呀，Первый 主要给 монастырь, 中军给 который 钱，Атиша посвятил, 俺的 был монастырь Тодин 老 в 老吧，Гаре. 绝吧老吧，王博也是 И 第三呢，俺那几点吧。切切，Атиши, 切切都是那说吧，когда Атиша 他都 пребывал 得 там, 在 Женчук 切 рассказал 切 ему 细心度，跟切 историю 行心度跟那 того, 个，как 但就 Дарма 比如车上的 была 危险，распространена в 俺那其 Тибете 他多多的给，правителями Тибета, а затем, как во 我也 время 看说的 правления 是啊，Ландармы 大概给这 Дарма 里啊，确实不 начала 上百吧，上上百，преследоваться 提出送不来呀，俺这 и 来运这个呗，почти 这，俺老 исчезла. 提切切需要配合应 И 的，俺那 тогда, 天嘞 и 呀，俺 когда 那 об 说了没，этом 不 Джинчук 提不来 об 不 этом 上去，говорил, 俺那这。он заплакал и 切 сказал, 撒巴拉 вместо 撒巴的，那不来 того, 运这说 чтобы 撒巴的是，даровать 一等他的 глубокие 先通啊当撒巴的，учения в 俺那这 Тибете, 来 прошу 运这 тебя, 些点不，俺 учи 的钱，Дарме причины и плода. 俺的家下来呀，那 И 经济些个 это 来运吧，очень 一等他的 обрадовало 先通啊当 Ачиши. 白是，И он ответил, что 真的，единственная 通 дарма, 了，наиболее 一等他 глубокая 先 дарма, 送 это 运 и 啥呢？есть 俺 дарма 这 по 你的本地 причине 跟这个 и 整个俺 плоде, 的三个 причине и 月，результате. 平均几百个月钱，И 很重的培训大 нет 上去，俺那 ничего 他的，а, 俺那一大一 важнее 大一大 этого. 叫俺拉 Это 的钱。даже 俺那 важнее, 这一 чем 大个，увидеть лицо своего божества 一个说 Едама. 的的星期些个给 И 钱的，送给 затем 那 он 么的，рассказал 星期 историю 些个贵那么的 об 钱，одном йогине, 浪不给啥，который 俺这个 практиковал 俺的 ямантаку 送钱的，и узрел лик своего 说 Едама. 成就也给，И тогда он 那 решил, 我 что 不能新钱钱的，поскольку 俺那 он 平民说的 увидел 呀，来运这个 лик 钱，Ямантаки, то этого 俺这。достаточно, и 这 все у 绝对 него 是 уже 俺 будет 俩的有 хорошо. 水给确实 И 给钱 тогда 了呢呀，он 俺的 начал 跟这把去去钱了吧，использовать 大 не 把 по 大把，назначению 俺 имущество 的是 Санхи. 印度山，И 这 в 个天上说的 результате 呀，俺的点把了西都判的出，он родился голодным 这 духом, 不越为的，и его тело 俺的看 приняло 那些 вид 给 Ямантаки. 老早 То 是 есть 给 он 上给 родился 的呀，俺 претой, 的说 голодным 的一 духом, 些月 который 给上 выглядел 给 как 的，Ямантака. 里边的 И, 钱呢，那么的呀，点钱呢，俺没他们 и 点不了，Ачиша 俺 рассказал 确实给了 много 呀，老几十 других 个上百 подобных 个吧。историй. 钱上俺确看的 И 几个位呢，大的必须 затем 得得得 он 得规模那，учил очень, 当然 очень 这 много 给这很 учил 成熟一个呀，карме, 俺那 причине и 个 результату, и поэтому в 三个忙不 Тибете 休息 его 的，прозвали гуру кармическая причина и 俺 результат. 那配个弄不得了呀，俺那三个点把 И 了去，老板倒闭还三忙不也是，俺那给些年轻 м, 人的点把就马车被印度山的这个，и 说说人一个马车 затем 先到去啊，没住出租去啊，真正忙不也是。великий, 俺那这个的平时这个这没对不起，平时 великий, 这个这个样，这 великий 个是，переводчик 俺那 Лацавы 大郎说是给别缺的呀，Ринчан 老不钱 Замбо 钱，缺的你给 понял, 到忙不休息，忙说 каким 是，俺那给钱给 великим, 给别的，缺的你就忙不也不，老把 великим 的提出给 учителем был 啊，Гуру 有 Атиши. 的看那个三 И 二十 тогда он 给 решил 给 стать 给钱 его 的，俺那给 учеником. 我提问个提问你，И 后头给提问 все 个提 его 问你，поощряли, говорили 俺那 ему, 三个 что 提 у 问送 Атиши 钱。остался лишь 那 год 看他车，пребывания 给 в 送俺拉 Тибете. 钱呢，俺呢，Поэтому
ты должен постараться получить как можно больше учения от него. И тогда также Лацун Джунчуб сделал обширное подношение золота и сказал Атише, что в этой земле, в земле Тибета, есть столько существ, у которых очень много неверного понимания по поводу Дармы, и которые они никогда не встречали истинных духовных учителей, и они притворяются, что понимают Дарму, и в результате учат ложной Дарме, и они спорят друг с другом, и в результате а, это, это приносит большой вред. Прошу тебя, рассей их сомнения. И тогда он также задал два вопроса, касающихся общей колесницы, затем два вопроса о парамитах и три вопроса о тантре. И попросил Атишу написать трактат, в котором все учения Будды были бы изложены кратко в нескольких словах, и также то, что бы отражало достижение практики самого Атиши. И он сказал, что в Тибете есть наставления по Гухья Самаджи тантре, составленные Буддаяны. И но я прошу тебя, составь садхану Авалокитешвары как главы мандалы. И он искренне вознес эти две просьбы, выразил эти две просьбы. Но на это Атиш ответил, что а, Ратнавали Нагарджуны уже переведено на тибетский, и этого достаточно. Нет ничего лучше, чем это. И кроме того, есть Садхана Самантабадры, и поэтому, а, поэтому в этом нет нужды. И в результате Атиши написал свой известный трактат «Светоч пути к просветлению» а, Бадимарга Прадипа. «Светоч пути к просветлению» — это краткий трактат. В нем всего 67 строф. И, как говорил Джетсунгаба в своем трактате о стадиях пути, что у Светоча есть три главные черты. В нем кратко излагается главное положение учения сутры и тантры, и эта тема изложена во всей полноте. Также, поскольку этот трактат учит стадиям укрощения ума, его легко применять на практике, и он украшен советами двух гуру, которые, а, а, кто, а, которые были учеными двух традиций, то есть традиция Нагарджуна и традиция Асанги. Именно поэтому этот трактат выше всех других. И говорится, что поскольку Атиша написал этот трактат, а, уже не было причины устранять ложную дарму в Тибете какими-то другими способами. Она, эта ложная дарма естественным образом прекратилась. И благодаря Драмтомпе этот трактат стал практиковаться повсеместно, в отличие от, к примеру, трактата Камалашилы, стадиях медитации, который изучался лишь в монастырях, но не практиковался. На Драмтомпе он действительно а, познал это учение и приложил все усилия, чтобы оно распространилось повсеместно. И однажды Драмтомпу попросили написать комментарий на «Светоч пути к просветлению», на что Драмтомпа ответил: «Это не комментарий,
составленных словами. Я ученик, который непосредственно получил этот трактат от автора, поэтому я и есть комментарий. 대학 조지 И 뿌라리아티게 젤리야. 조지 вкратце 그때는 남유다와르시 드메시 говорится, что 아니 롱덴 в 드베 истории 드베스디 жизни Атиши, 드베스디 путь 야르디야 освобождения, 아니 говорится, 콘디 벨리아 что 드베게 в целом 그다 Джанчуб 바로야 김바 인세르부터 передал 개발돼야 Атише 아 7 вопросов. 그대 그대 인도산에 Однако 아 мы сейчас не знаем, 드메 каковы 롱디아게 были 김바디 эти 땡와 송사다 вопросы. 되지게 콜이야 И 서로도스 예베 когда 아니 뿌라리아티게 Атише 겁리야 отправился в Центральный 아니 Тибет, ему 드메 также задавали 드베게 другие вопросы. К примеру, 드녜시게 можно 뉴르르게 ли достичь 그래 просветления, 개발이 근데 인도산에 если 아니 조지 не соединять 뿌라다와르시 다 мудрость 드녜니 어디 с, 용되나 보고서네 아니 искусственными 고르시게 методами? Но на это 다 Атиш 거기 지금 отвечал, 롬 что на 덴바 все эти 좋아요 вопросы я уже ответил 롬 덴바데 в 다 Светоче «Пути к 공춘서디 просветлению». 가다 너무 흉기 초안에 그래도 봐 И, 이내 아니 как я 치수마 уже 캄초알이야 대시 упоминал, 제방시 перед тем, как Атиша отправился в 다 Тибет, 공감을 예배거리야 Гатсоло 아니 Цао 조지 사지 그래야 поклялся 그게 되면서 старшим 제바데 старейшинам 그게 지금 Викрамашилы, 소사 что 십지레샤 после 사디 3 лет 상이에마 он 센체네 아니 а, 캄네 림기 приведет Атишу назад в 징그리 Индию. 패시 И 아니 сейчас, 뿌라메 когда 뿌라메 уже 자웨 три 거리야 года заканчивались, 다다 조지기 Нацо 진다게 힘내야 아니 напомнила 되게 Тише, что 되셔다 пришло время 뿌라메 возвращаться в 자웨 Индию. 거리야 Тише 조지 согласился, 자웨 근데 슈두산에 и 아니 они 콜기 отправились в 주 Пуранг. 조지디 Э, 아니 И 진다지 힘내 패시 когда они пребывали в 그다 Пуранге, 조설 Джанчуб 주요 попросил его даровать 그대 много 인도산에 э, 조지 심탄에 другие учения. 림기시기 아니 좀 되면 딱 И 이만 тогда 어 Ачиша написал трактат 그러면 돼 «Сердечные 그래야 당대시 сокровищницы 쥐 героев, 아니 좀 которые 되면 стремятся к освобождению». 알았어 딱 계획 신이었어 아들 И, 쟤도 как я 제고 уже упоминал, когда 이지 Атиша 따라고 еще 그거 жил в 말했을 Индии, 때는 Тара 항상 предсказала ему, что 조지 если он 폐쇄기 진다기 отправится в Тибет, 힘기 то 초안에 유니 он 패시 встретит особого домовладельца, который станет его 다들은 뭐 사로지 다 учеником, 초안이잖아 и что 그것도 этого 조지야 아니 домовладельца 진다기 звали миряне, 힘내 назвали 수 실로 Драмтумпе 해봐도 Гелваджунгне. 좀 된바 И, 아니 조지 폐쇄기 진다기 캄발라 и 반도 многие, 뜻지세 в 랑가 многих 미세도 뭐 킬리야 свидетельствах говорится о том, 좀 что 된바다 именно когда 아니 조지디 뭐 Атиша 인도야 отправился в Пуранг, Драмтумпе 좀 встретился с 되게 ним 조지 первое 제마상에 время. 항상 짱샤 И 센시 Атиша всегда помнил 아니 это пересказание Тары, 그러다 однако во всех своих 짱샤 세나이 아니 조지 путешествиях 제투 개버슈 он 쇼게 так и 차 не 좀 встречал 된바 этого 요소 особого 샤지 мирянина, 아니 поэтому 리자기게 он чувствовал 레자 сожаление по 세바 этому 오지 소나 поводу. 아니 И тогда, когда он 그대 딱 пришел в 바로 Пуранг, 김진 то Тара 고맙디 предсказала ему, что этот особый мирянин 좀 скоро 된바 아니 появится, 지단자 и Ачиша 신인도와 ждал 다 его. 공기 Где же 리자기게 был 다 Драмтумба в то 링이야 время? Говорится, что 그대 он жил в 인도산에 Кхаме, 좀 и 된바다 он услышал о славе 조지게 Атиши 따르랑 и 패기 отправился 당에 на встречу с 아 ним. И когда он 다음에 пришел в Пуранг, 아수르나 то 딱 공나바니 제외니 он пришел в то место, где Атиша 고노스마 остановился. 송샤네 아니 Однако Атиши 조지게 не было дома, 롬베베기 его 심탄지리야 пригласили на 주요시 обед, и 지단시니 спонсор 조지 пригласил его на обед, 롬덴바 킴버러와 и 킴버더를 поэтому 좀베기 Драмтумпа ждал 킴버 его 지금 대충 возле его 샤지 дома, 깨세지 поскольку ему 요아베기 сказали, 그래야 что он 아니 скоро 조지 вернется. 폐쇄되베기 И похоже, что в то время, когда 어떤 Атиша 드메 뉴스안에 아니 возвращался с 흉대바다 этого 제베야 обеда из дома 공리 спонсора, 떠올리야 он встретил 아니 외워지 Драмтумпу на 딱 узкой 힘내다 улице. 아니 И как 이 только Драмтумпа его 카메기 увидел, 바로 킴버더 он совершил полное 킴버더 простирание, и Атиша 딱 был 되베 녀바디 очень рад. 코후야 Он 베시지 딱 내 주소 положил руку на голову Драмтумпы и прочитал 딱 очень 그래 много 용기네 а, м, 나수가 молитв, 조지 야야 благопожеланий на 그게 санскрите. 제가 도스지 И все 셋이도 это было очень похоже на 아니 то, 되베 как сам 뉴스안에 Атиша встретился 딱 со 그렇게 своим гуру 뉴스안에 Суварнадвипой. Поскольку 아다시 Драмтумпа знал 되게 санскрит, ему 패시게 было несложно общаться с 되게 Атишей. 패시하네 아 И 되리슈야지 говорится, что с того 이네 또 момента, как они 되게 встретились, 융불라 Драмтумпа и 아니 Атиша всегда 루피야 спали в одной комнате, в 페바 одной спальне. 네 뉴스 И хотя, 실로 쟤네 아니 네 согласно 루피야 Винае, 그래는 뭐슈 루피고 мирянин 차 и монах не могут 쟤네 딱 оставаться, 뭐슈 시소나 파 아니 а, 되게 패시 пребывать в 아니 одном помещении, поскольку
Ачиша принял обеты в школе Махасамгика. э, В этой школе разрешалось, чтобы в одной комнате между мирянином и монахом висела занавеска, занавес, и тогда они могли находиться в одном помещении, спать в одной комнате. И с тех пор Драмтумпа следовал за Атишей. И Гацоло Цао, он а, был он очень волновался по поводу своего обета, о том, что он приведет Хатишу назад в Индию, и поэтому а, он собирался продолжить путь с Хатишей в Индию. Но когда они пришли на границу Тибета и Непала, то оказалось, что в Непале разразилась война, и они не могут продолжить свое путешествие, пока война не закончится. И он, ам, Нацоло Цао очень волновался по этому поводу, но Атиша ответил ему, что нет нужды волноваться, ты приложил усилия для того, чтобы сдержать свое обещание, но обстоятельства препятствуют этому. Поэтому я напишу письмо Викрамашилу и объясню обстоятельства. И тогда Атиша написал письмо, объясняя причины, по которым он не мог вернуться. А также он отправил свой трактат «Светоч пути к пробуждению» и также послал золото, подношение золота Викрамашилу. И его послание достигло Викрамашилы. И когда пандиты Викрамашилы получили трактат Атиши, то они начали изучать и дискутировать по поводу этого трактата. Однако сегодня у нас недостаточно времени, чтобы говорить об этом подробно. И, и тогда, когда было понятно, что Атиша останется в Тибете надольше, а, Драмтымпа хотел, чтобы он посетил Центральный Тибет, чтобы он отправился в Центральный Тибет. И тогда он начал рассказывать Атише о том, что в Центральном Тибете столько хороших монастырей, много монахов. И когда Атиши услышал о том, что в Центральном Тибете столько монастырей, он был очень рад, и он сказал, что в Индии не так много монахов, как в Тибете, поэтому это очень благоприятная ситуация, сказал он. И, и будет благоприятно, если я отправлюсь в Центральный Тибет. И причина, по которой я должен сделать это, сказал Атиши, заключается в том, что я пообещал, что всю свою жизнь я посвящу служению монашеской санке. И когда Драмтымпа услышал об этом, он сразу же отправил письма самым влиятельным а, настоятелям монастырей и знати в, в Центральном Тибете с просьбой пригласить Атишу в Центральный Тибет. И история гласит, что когда Драмтомпе написал это, это письмо, он упоминал очень многих влиятельных людей, настоятелей, таких как Ngo Клацао и другие, но он забыл одного очень важного ламу центрального Тибета, о котором он забыл. Этого ламу звали Кютен. И, и Драмтон, Драмтон забыл упомянуть его, или же он не включил его именно намеренно. Сейчас мы не знаем, но в любом случае Кютен
был самым влиятельным ламой в Центральном Тибете. И поэтому он очень разозлился и расстроился, когда узнал, что Драмтумба проигнорировал его. И тогда он решил, что, о, я первый поеду и первый встречусь с Ачишей и привезу его к себе в Центральный Тибет. И он так и сделал. Он а, быстренько собрался и отправился навстречу к Ачише. И все другие, кто получил это письмо от Драмтумбы, они тоже отправились навстречу с Ачишей. И, а, и когда, когда Ачиша уже приближался к Центральному Тибету, по дороге они встретили все эти тибетцы в своих меховых шапках, кожухах, на конях. Они все на полном скаку прискакали к Ачише. И Ачиша, когда увидел их, поскольку он был индийцем, он никогда не видел ничего подобного. Он, он испугался, и он подумал, что это духи, тибетские духи, и он спрятал голову монашеской накидкой. И когда эта приветственная делегация увидела, что Ачиша испугался, они очень взволновались по этому поводу, быстренько переоделись в монашеские одежды и пришли к нему на поклон. И тогда, когда Ачиша увидел их в монашеских одеяниях, то он немного успокоился. И позже он вспоминал, что у тибетских монахов очень красивые одежды. В Индии у монахов нет таких хороших одежд, и их условия жизни не такая благоприятная, как в Тибете. И, и тогда Кютен встретился с Драмтумпой и спросил его, почему ты не написал мое имя, почему ты меня не упомянул? И Драмтумпа не знал, что ответить. И тогда он сказал, ну, я включил твое имя, я написал Ngok Лацава, Лосок Полно Лацава и так далее. Я включил тебя в так далее. И когда Кютон услышал об этом, он еще более разозлился. Сказал, как смеешь ты меня, такого важного человека, включать в так далее. И похоже, что с этого момента отношения Кютона и Драмтомпы складывались не очень гладко. То есть между ними постоянно возникали какие-то разногласия. И, и тогда они, эта приветственная делегация вместе с Атишей отправились в Центральный Тибет. И Атиши прибыл в Центральный Тибет в 1047 году, когда ему было 66 лет. И он пришел в Самье. И э, когда Атише показывали Самье, он увидел главную статую а, Манендры Махабодхи, и он тогда, то есть а, Будды такого же, как в храме Махабодхи, и Атиша сказал, что она очень похожа на статую Будды Махабодхи в Бадгае. И, и тогда очень многие тибетские ученые знали, что Атиша в Самье, и они все прибыли к нему и попросили его даровать учение по сутре Прагня Парамипе в 25 тысячах строфах. И в то время Драмтомпа
подумал о том, что поскольку Атиша остается в Тибете, то нужно найти ему место постоянного жительства. И у него было 4 варианта. Первое место это было Ярлунг, это то, где жил и правил Кютон. Второе это были окрестности Самье, где он сам жил, и это то, э, где главным был Бодхираджа. И, но проблема была в том, что у Кютона и Бодхираджи была одна общая черта. Они были могущественными людьми, поэтому также были исполнены гордыни. А третье место это было Лхаса, где жил Ngok Лоцаwa. А четвертое это был Нетанг, где жил Бангтуэн. И Нетанг показался Драмтонгу лучше, лучшим местом. И поэтому он написал письмо Бангтуэну, что в той земле, в Нетанге, хороший климат, хорошая земля, поэтому это будет подходящим местом для Тиши, для его постоянного жительства. Поэтому ты должен пригласить Атишу в Нетанг. И когда Банг Тюн получил это письмо, то что то, что написал Драмтемпа, это правда, и поэтому он всем сказал, что Атиша должен прийти в Нетанг. Однако, однако Драмтемпа не знал о том, что Кюдон также очень хотел, чтобы Атиша остался в Ярлунге, и поэтому он сказал ему, что Ярлунг — это очень подходящее место. Ярлунг — это место, где проживали все правители Тибета. Это царская долина Ярлунга. И это хорошее место, где красивые горы, реки и так далее. И поэтому, если ты останешься тут, ты сможешь принести благо многим существам, говорил он о Чише. И он пообещал ему, что он приготовит для него отдельное место для жизни зимой и для жизни летом. То есть он много чего ему пообещал, что жизнь Атиши будет очень комфортной, если он останется в Верлунге. И тогда Атиша остался в Верлунге, а Трамтемпа отправился в Нетанг. И, и когда Атиша пребывал в Верлунге, он находился в месте, которое называлось Тангпочи. И в Тангпочи Атиша даровал комментарии на Прагня-парамиту в 25 000 строфах, а также Утартантра Шастру, Дарма-Дармату Вибагу и многие другие трактаты. И также вместе с Гацоло Савой он перевел много тантрических текстов. Однако, когда, когда Атиши пребывал в Тампоче, Кютон м, не хотел делать то, как Атиши его просил, и Атиши терпел много трудностей. К примеру, иногда люди из его окружения и лошади не получали еду на протяжении 7 дней и прочие другие трудности. И в это время Драмтомпо находился в Нетанге, и он очень волновался об Атише. И он сказал Бангтонгу, что мы должны привести Атишу в Нетанг. Куден слишком горделив, он не будет служить Атише должным образом. Поэтому Драмтемпо решил отправиться
а, в Ярлунг, проверить, какая там ситуация, и сделать все возможное, чтобы привести Тишу к семье. И они а, решили, что поступят именно так, и Драмтумпа отправился в Ярлунг. И когда Драмтумпа прибыл в Тангпучи, он, а, он хотел встретиться с Атишей, однако слуги Кютона ему отказали, не пустили его к Атише. И, и Драмтумпа очень волновался по этому поводу. И ам, тогда появился один из учеников Атиши из Индии, и он был очень рад видеть Драмтумпу и немедленно привел его в место пребывания Атиши. И хотя Атиша провел так почти лишь 1 месяц, было похоже, что он претерпел годы трудностей. Он выглядел очень плохо, изможденно, и он начал жаловаться Драмтомпе, что его пребывание здесь было очень, очень сложно, что хотя Кюнтен богат, как Чакравартин, он очень жаден, и он не кормил наших лошадей. Лошади — это также наши, это существа наши добрейшие матери. И, в общем, Атиша очень хотел уехать оттуда. Он попросил Драмтемпу забрать его оттуда. И тогда Драмтемпа сказал ему, если ты хочешь отправиться в лучшее место, то поехали в Нетанг. В Нетанге намного теплее, чем в Ярлунге. Там цветы цветут даже зимой. Там много лиственных лесов. Это очень приятное место. И Атиша сразу же сказал, поехали. И однако Драмтемпо ответил, что Кютен — это очень могущественный человек, и мы не можем просто так взять и уехать. Однако Атиша так хотел уехать, что не хотел ждать ни одного лишнего дня. И он сказал, поехали, я все сам улажу, я знаю, как все это уладить. И они быстренько спаковались и той же ночью уехали еще до рассвета. И когда ученики Кютена увидели, как они уезжают, что они уехали, они сразу же побежали сообщить Кютену. Однако они не могли найти его долгое время, что обычно Кютен, Кютена было легко найти. Например, он всегда прогуливался каждое утро. Однако в то время они искали его, стучали во все ворота, но не могли найти его. И ам, у него были закрыты, ворота его были закрыты, двери были закрыты, и они не могли попасть вовнутрь. И они начали стучать в ворота и кричать: "Ш- почему, почему ты сидишь с закрытыми дверями?" Драмтомпа похитил Атишу. И как только Кютен услышал это, он сразу же выбежал на улицу, оседлал лошадей, и он и для того, чтобы следовать за Чишей. И Кютен был очень богатым, и у него были превосходные кони. И его лучший конь, коня звали, его лучшего коня звали Танак. И обычно, когда он звал его, то этот конь сразу же приходил к нему. Однако в тот день он вел себя очень странно. Как бы, как бы Кютон его не звал, Танак не приходил, а убегал от него, и никто не мог его поймать. Поэтому
Они потратили много времени, пытаясь поймать и оседлать коня Кюдона. Но в конце концов все было готово, и они отправились вслед за Атишей. И в то время Атиши и Драмтемпа, они прибыли на берег реки, которому необходимо было пересечь. И м, лодки у тибетцев маленькие. Это лодки, сделанные из кожи животных, поэтому они не могут нести большой груз. Поэтому Драмтемпа сказала: «Тише, позволь мне пересечь реку первому, иначе, если Кютен при... приедет и увидит меня здесь, то он меня побьет». И он пересек реку первым. И когда лодка вернулась для того, чтобы а, перевести Ачишу, Кютен на полном скаку прис- прибыл на берег реки, вздымая столбы пыли. И когда он подъезжал, он начал кричать: «Как ты уехал, ничего не сказал мне? Ты что, забыл меня?» И Ачиши ответил: «Ты забыл обо мне, уходи теперь». И когда Кюден прискакал на берег реки, он не смог остановить своего коня, и он упал в реку. И его начало уносить течение, и, и его ученики смогли вытащить его с большими усилиями. Кютен продолжал, продолжал кричать, что «Тише, ты неблагодарный, как и все индийцы, и давай уладим все это, и ты вернешься». На это Тише ответил: «О, великий тибетский ученый, не говори так». Ну, в общем, они так пытались... а, Кютон пытался убедить Атиша вернуться, но он понял, что ничего не может сделать. И тогда он сказал: По крайней мере, дай мне что-нибудь, чему мы могли бы поклоняться». И тогда Атиша снял с головы шапку и перебросил ее через воду Кютону. И, и так они, Атиши с Драмтемпой, смогли пересечь реку и уйти от Кютуна. И Атиша был очень счастлив, что он ушел из Зерлунга и переехал в Самье. И прежде всего, потому что в Самье было очень много санскритских манускриптов, в особенности много а, тантрических текстов. И когда он увидел их, прочитал их, он сказал, что раньше я думал, что я изучил все тантры, но сейчас я вижу, что это не так. Учение тантры обширно, как океан, и монастыри в Индии горели 3 раза, и поэтому многие тексты были утеряны в огне, и их больше нельзя найти в Индии, но я могу найти их здесь, в Тибете. И поэтому все время, когда он пребывал в Самье, он постоянно изучал и все эти писания, и также он собрал группу своих учеников для того, чтобы они скопировали эти манускрипты и отправили их в Индию. Я Ачиша хотел провести больше времени в семье, однако Бодхираджа и они, они хотели, чтобы Ачиша отправился в Нетанг. И тогда Бангтен отправил 200 всадников для того, чтобы сопроводить Ачишу в Нетанг. И они приехали, и
Лекпей Шраб, один из трех главных учеников Ачиши, пригласил Ачишу в Лхасу, поскольку их путь из Самьемни Танга лежал через Лхасу. И таким образом Ачиша отправился в Лхасу, где он даровал много посвящений и передач. И также в то время он перевел много текстов, в основном тантрических текстов, включая Садхану, Арьятары. И также по просьбе Гоку Лацау он перевел комментарий на комментарий Матьямики, который называется «Блистательная логика» и многие другие. И Атиши прибыл в Нетанг, м, и м, где он перевел много текстов вместе с Нацоло Цавой. И Атиша хотел распространить все колесницы учения буддизма в Тибете, включая с тантрическими учениями. И однако Драмтунпа Драмтунпа сказал ему, что этого не следует делать, поскольку это будет неправильно интерпретировано в Тибете, где учение пришло в упадок. И также Ачиша хотел распространить Винаю Махасамгики, поскольку она была более строгой по сравнению с Виная Сарвастивады. Но согласно декрету тибетских императоров было запрещено даровать любые другие обеты Виная, кроме Виная Сарвастивады, поэтому он тоже не смог сделать того, чего хотел. И главное в том, что хотя Чиша хотел передать учение тантры и сущностные наставления тантры, он не смог этого сделать. И поскольку Драмтемпа попросил его этого не делать, и, возможно, в тот момент это и было правильным решением, однако в долгосрочной перспективе, конечно, это была большая утрата, потеря для Тибета, потому что сам Атиша был, согласно истории, был разочарован и сказал тогда, в чем был цель моего прихода в Тибет, если я не могу здесь учить тантры. И многие современники также были очень удручены этим. К примеру, Миларепа, который жил в то время и был, по сути, современником Драмтомпе, сказал Гампопе, что злой дух вселился в головы тибетцев, и они не позволили Атише учить в тантре. По этой, по этой причине, хотя в традиции Кадам есть немного учений Ваджраяны, у них нету сущностных наставлений. И эта критика записана в истории жизни Гампопы. И когда Ачиша, в то время Ачиша уже достиг возраста 70 лет, и он уже достигал конца своей жизни. И он уже не учил так много в это время. Он иногда пел духовную песню, и затем переводил ее на тибетский, но больше он не учил. И также он посещал различные ам, места в Тибете, и он всегда очень восторгался красотой природы в Тибете, горами, реками, цветами. И в особенности его восхищала вода в Тибете, которая была такой чистой, прозрачной.
И он всегда говорил, что в Тибете такая чистая вода, что можно собрать накопление, лишь поднося воду. А в Индии климат жаркий, поэтому вода в ручьях не такая прозрачная и не такая прохладная, как в Тибете. Именно поэтому Атиша совершал подношение водных тормов, то есть подносил воду, и согласно традиции, подношение э, а, воды берет свое начало от Атиши. Также, когда Атиша встречался с какими-то животными, он всегда спрашивал их, как у них дела. О, маленький козлик, все ли у тебя хорошо? О, лошадка, все ли у тебя хорошо? И особенно он любил щенков. И всегда, когда встречал щенка, брал его на руки и всегда с большой любовью относился ко всем животным. И перед тем, как Атиша готовился уйти в паринирвану, он собрал своих учеников, и они спросили его: «А что нам сделать? Ам, что нам делать, когда ты уйдешь?» Он ответил, что когда я уйду, следуйте Драмтомпе, в нем переданы мои благословения. И тогда также Драмтомпа спросил: «А за кем мне следует следовать, когда ты уйдешь?» А Тиsh ответил: «Когда я уйду, следую за писаниями, как своим учителем, и не учи до того, пока ты не достигнешь ясновидения. Делай все возможное для распространения учений». И также ученики спросили Ачишу, что делать с его реликвиями после его паринирваны. Он им сказал, что им следует поступить с ними так же, как это написано в сутре Махапаринирваны. И тогда, когда Ачиша ушел, его останки были кремированы в Нетанге. После кремации осталось много реликвий, и Кютен собрал целую коробку праха Ачиши, поскольку он сказал, что если я не заберу их, то Драмтемпа все заберет это. И поэтому он забрал прах Ачиши и сделал очень много цаца с этим прахом, и затем распространил эти цацы по многим местам в Тибете. Поэтому мы говорим, что благодаря доброте Кютена реликвии Ачиши распространились по всему Тибету. И следующее хотел бы говорить о доброте Ачиши, о его влиянии на Дharму в Тибете. Говорится, что поскольку Ачиша, хотя Ачиша принадлежал к линии Виная Махасамгики, он не смог установить линию традиции Махасамгики. Однако, когда он пребывал в Тибете, то он практиковал учение Виная, и, и этим он способствовал упрочнению традиции Виная в Тибете. И, кроме того, многие люди в Тибете не понимали смысл учения прибежища. Однако прибежище является самой опорой учений, поэтому они просили Атишу учить о прибежище, и Атиша объяснял практику прибежища. И, возможно, то, что мы читаем строки прибежища перед любой практикой, перед любым учением, это также наследие Атиши. И, кроме того, в то время в Тибете была крайность воззрения. Люди практиковали дзogchen, э, пустотность, однако они не прилагали должного внимания поведению, поэтому Ачиша вновь и вновь учил чистоте поведения, карме, причине и последствиям. И это также то, что мы сейчас определяем этому такое внимание, это является заслуга Ачиши. И также Ачиша повсеместно учил любящей доброте,
состраданию. И эта практика зарождать чистую мотивацию, зарождать любящую доброту и бодхичитту. Это также заслуга Атиши, поскольку он учил этому повсеместно. И в то время в Тибете было две традиции зарождения бодхичитты. Первая — это традиция Нагарджуна, традиция глубокого воззрения, и традиция Асанги, традиция обширного поведения. И Атиша из них выделял традицию Нагарджуны, и поэтому в Тибете а, в Тибете более известна традиция Нагарджуны — зарождение бодхичитты намерения и применение одновременно. И также говорится, что Атиша распространял учение о Мадхьямаке Нагарджуны, и поэтому именно традиция Нагарджуны стала а, такой уважаемой в Тибете благодаря ему. И также он обширно учил Прагня Парамите и также некоторым ритуалам, к примеру, ритуалу Будды медицины есть ранняя традиция практики Будды медицины, которая берет свое начало от Шантаракшиты, и вторая традиция, которая берет свое начало от Атиши. То есть Ачиша обширно учил также этой практике. Также, что касается ритуала подношения 16 архатам, это эта практика берет свое начало от Атиши. И также благодаря Атише у нас есть много учений и садханы, ариатары и другие учения. Однако самое главное влияние и Атиши заключалось в распространении учения Кадам. И Кадам линии традиции Кадам предлагает наибольшее внимание чистоте поведения. И, и учителя Кадам а, развивают любящую доброту и сострадание, а также отречение от самсары и стремление к освобождению. Все это сама основа практики Кадам. И, и все это составляет практику Кадам на протяжении всей жизни. И такое а, влияние всех этих практик Кадам, оно все, все берет свое начало от Атиши и распространялось благодаря Атиши. И, и учение тренировки ума, такие как 7 пунктов о тренировке ума, эта традиция берет свое начало от Ачиши. И также благодаря Ачиши были основаны центры изучения и практики. И а, с точки зрения традиции Дакпакагью, как я уже говорил, благодаря Гампопе практики Кадам является основой нашей учения Сутраяны. И Пама Друкпа написал комментарий на а, стадии пути, и также драгоценное украшение освобождения Гампопы — это учение о стадиях пути. Она как раз основывается на учениях о стадиях пути Кадам. И поэтому
учение Кадам считаются очень важными. И, кроме того, Джиктен Сунгын а, в его учениях поведения и воззрения берут свое начало от Атиши и считается очень важным. И также учение о карме, причине и плоде — это также все учение Кадам, и а, это является особенностью воззрения и поведения Дрикун Кагью. И, и, в чи- и также учение разных качеств индивида, то есть индивиды меньших, средних и высших способностей, о том, что учение соответствует качеству ученика. Также эти учения берут свое начало от Атиши. Также практики четырех йог, учение о внутренних пранах, нади, эти учения берут свое начало от Атиши. И м, все школы, все школы опираются на учение Кадам о стадиях пути. И точно так же Кармакагью берет учение об основах пути и затем соединяет его с учением Махасидхов, учением Махамудры. И в том, что касается Гелук, Дже Цангапа, в своем трактате о стадиях пути распространил, широко распространил традицию Кадам, учение Кадам. И это очень важная категория учений для Гелук. Таким образом, Атиша имел очень большое влияние на все школы тибетского буддизма, в особенности на школу Гелук и Кагью. И у Цонкапы был ученик, который написал краткий, краткий текст, в котором говорится, что Джей Цонкапа принадлежал к линии мастера Удакпо Кагью. И, и м, это говорит о том, что эти учения Атиши и также учения Махамудры, Кагью, они также в определенном способом были соединены в Гелук. А в том, что касается линии Сакья, один из патриархов Сакья был учеников, учеником Атиши, и поэтому учения Атиши были переданы в традиции Сакья. Таким образом, все четыре линии Нигма, Кагью, Сакья и Гелук, они все опираются на учение Кадам. Сейчас у нас нет отдельной линии, которая бы называлась линия Кадам, однако нет ни одной линии, в которой бы эти учения не передавались и не сохранялись. Поэтому мы говорим, что все эти учения перешли в учение четырех школ тибетского, а, т- э, четырех школ тибетского буддизма. И эти, таким образом, Атиши имел очень большое влияние на все школы тибетского буддизма, и в этом заключается его великая доброта, и нам следует помнить о ней.